Ну, у меня с самого начала будет небольшое лирическое отступление. Вот за эти несколько дней, которые прошло между заседаниями, я окунулся в социальные сети и узнал очень много нового. Причем, оказывается, некоторые люди, да, знают о работе нашей комиссии больше, чем мы сами, и я в том числе, да. Мало того, что они писали всякие небылицы до того, как был опубликован проект Конституции, да, когда даже у нас его не было, да, они продолжают это писать, даже когда проект Конституции уже доступен для всех. Ну, думают, наверное, что никто его не почитает. Я думаю, что надо таких людей привлекать все-таки к ответственности, потому что это не игрушки, и все-таки люди должны понимать, что это очень серьезный вопрос. К примеру, как вот можно постоянно писать, что проектом новой конституции устанавливается политическая монополия, если у нас есть халық кеңесі. Вот если мы возьмем, сравним просто Сенат, да, который формируется из 40 членов, которые выбраны из депутатов маслихатов, 5 человек по президентской квоте, 5 от АНК. И сравним с халық кеңесі, в котором получается уже добавляются еще 21 человек от общественных советов, потом 42 человека от общественных организаций, и вместо 5 человек от АНК добавляется 42. Извините меня, ну вот, допустим, в Национальном Курултае у нас были представители общественных советов, общественных организаций, но гораздо меньше, понимаете? И тут получается, что халық кеңесі очень сильно снижает порог входа в политику, то есть причем на республиканском уровне для очень многих людей. Это очень важно. Я посмотрел, еще на нас посыпались всякие обвинения за счет того, что там у нас все закрыто, да, там состав у нас неправильный. Ну, вот тут стоят 6 камер, да, которые прямо вот на нас смотрят, да, и транслируют. Ну, какая тут уже закрытость? О чем тут люди говорят? Я еще отмечу по составу, да, то есть я бы, конечно, мог перечислить всех уважаемых юристов, которые здесь, особенно юристов-конституционалистов, допустим, да, которые здесь присутствуют и которые имеют огромный опыт работы с конституциями. Да. Но у нас в целом из 130 членов комиссии у нас 44 человека, это как раз представители общественных организаций, СМИ, науки, общественных советов, образования и так далее. Я считаю, что это очень такой представительный состав, в некоторых странах их вообще не допускают.